Состояние объектов здравоохранения республики часто не соответствует необходимым пожарным требованиям, отмечает в своем докладе заместитель начальника Главного управления МЧС. Подтверждением тому служат многочисленные факты противопожарных нарушений, выявляемые в ходе проверок, которые сотрудники МЧС ежегодно проводят по всем медучреждениям республики. Хотелось бы отметить, что вся ответственность за пожарную безопасность медицинских учреждений возлагается на главного врача. И именно он должен организовать обучение персонала, обеспечение противопожарного режима, а также работу по устранению нарушений и приведению объекта противопожарного состояния, которую мы, к сожалению, не делаем. Особую тревогу вызывает состояние стационарных учреждений, где целый комплекс нерешенных проблем, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Еще оно усугубляется тем, что в учреждениях данной категории круглосуточно находятся люди с ограниченными физическими возможностями. И эвакуация в случае возникновения пожара может быть затруднена. Она даже не может быть затруднена, она затруднена, учитывая то, что больные люди, они маломобильные, и расположение их на 3-м и 4-м этажах недопустимо. С начала текущего года сотрудниками Управления надзорной деятельности проведено 16 проверок в учреждениях здравоохранения, где было выявлено 120 нарушений требований пожарной безопасности. По результатам этих проверок к административной ответственности привлечены 9 должностных лиц. Здесь же в зале выясняется, что некоторые медучреждения нарушения все же исправили. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши. И поставлены приспособления на все эвакуационные выходы, на наружные и внутренние двери. Значит, мы можем это сегодня даже проверить. Чтобы устранить выявленные нарушения, сетуют главврачи больниц и амбулаторий, необходимы финансы, которых у них нет. Все те замечания, которые были озвучены сегодня на совещании, они постараются все же устранить в кратчайшие сроки. Данная проблема существует, и вполне понятно, что сотрудники МЧС от нас это все требуют исполнения и налаживания своей работы в этом плане не назло нам, а для того, чтобы мы как-то привели в порядок, чтобы обеспечить безопасность наших пациентов. Многие из этих вопросов вполне решаемы, и я думаю, лечебные учреждения этим займутся. Некоторые вопросы нуждаются в дополнительном финансировании. Это тоже будем в вышестоящие организации обращаться для того, чтобы нам выделили соответствующие средства, и мы смогли решить наши проблемы, связанные с этим вопросом. Проведение подобных проверок в объектах медучреждений в первую очередь способствует принятию мер со стороны этих учреждений по повышению пожарной безопасности, отмечает Тамерлан Плиев. По его словам, именно профилактика сможет спасти десятки человеческих жизней. Учитывая то, что у нас стационарные лечебные учреждения, в которых круглосуточно пребывают люди, тем более маломобильные, чтобы там сделали, привели в соответствующий противопожарный порядок данные объекты руководят. Все это мы довели. В принципе, отсутствие денежных средств не освобождает от административных наказаний, так как и уголовных в том числе. Будем работать, приводить все это совместными силами в порядок, чтобы у нас не было пожаров, жертв, травматизма граждан, которые находятся в данных учреждениях. В завершение совещания Тамерлан Плиев еще раз напомнил всем собравшимся, что в рамках проводимой надзорно-профилактической операции «Здравоохранение и социальная защита» будут приниматься меры административного воздействия как к руководителям учреждений здравоохранения, так и к ответственным за несоблюдение пожарной безопасности. Светлана Томова, Магомед Белакиев, Новости 24.